Ну, в першую чергу, колеги, привітання. Мені приємно, що ви мене вибрали, так? Ви можете зараз так написати таку одну нотаточку, що ви чекаєте від мене в наступності, а потім ми поглядимо, наскільки це у вас, ваші чекання оправдалися. Так, где же мы? Скажи мне дальше. Скажи, что, почему сразу? Так, давайте спочатку. История головы, Золотская литература. Что нужно, чтобы его сделать своими руками и в какой последовательности действовать. Тема бабки в руках может быть абсолютно любой. Событие. В зависимости от возраста учащихся подумайте, насколько глубоко вы собираетесь погружаться в тему. От этого будет зависеть количество развертываний деталей вашего урока. Второе. Составляем план. После того, как вы определились с темой, возьмите листок, ручку и напишите план. Он должен быть хорошо продуман, чтобы сформулировать информацию, выдать ее интересно и творчески. Третье. Рисуем макет. Пришла очередь визуализировать свой проект. Вы должны четко представлять, что и в каком месте будет расположено. Рисунки, кармашек, квадратики, книги, детали. Рисуем все это другим обычным стимулом. Четвертое. Размер. Стандарт папка 4 сложных и яркие просторы. Такие форматы считаются удобными, однако это не является нормой. В лэпбуке могут быть следующие элементы. Кармасы, ручки различных форм и размеров, конжектив, которые поворачиваются на связь. Что нужно, чтобы сделать папка сама, обычная центральная папка, может быть скорее монтаж, светлые рисунки, декоративные элементы, форма работы над индивидуальной, групповая, папка. Лэпбук – это одновременно и плакат, и книга, и раздаточный материал, который направлен на развитие учащихся творческого потенциала. Каждый лэпбук уникальный его создатель. Нет правильного или неправильного метода его создания. Роль учителя – помочь учащимся сделать открытие в ходе самостоятельной творческой деятельности. Учитель является наблюдателем, который при необходимости вмешивается в процесс и помогает совету. Каждый компонент дает возможность сконцентрировать внимание на определенном аспекте более полноценно. Если это обучение с классом, можно сделать серию. Каждый сам для себя решает наполнение лэпбука, возможности вдохновлять. Это говорит об индивидуальном и дифференцированном подходе к обучению. Создание лэпбука решает задачу современного образования. Ученик получает не только знания по предмету, но и всесторонне смотрит на проблему, ставит задачи и решает их. Творческий подход к вопросу организации и подбора информации. В условиях модернизации образование формируется личностью, которая может нестандартно думать, предлагать и реализовывать различные идеи. Это отличный способ для закрепления, обобщения и повторения изученного материала, только уже в креативной форме. Желаю вам успеха в создании ваших проектов и лэпбуков. Это все працы детей. Татьяна? Я зрозуміла, що учень друкує той текст, який повинен бути в друку. Його потрібно друкувати, або можна писати друкувати. Як пожелаете. Можно от руки, можно дописывать, можно потом подписывать, конечно, не отломалось, если там запамятовать. А як пишеться, як вірш? Тому що коли я друкую, вам треба може просто скопировать текст, ну, наприклад, з Википедії,
Вікіпедії. Просто перевернув этот текст і все. А коли він пише, може він більше вкладає Ну, коли йому треба нечто надрукувати, він повинен текст отобрати, щоб його не було много. Розумієте? Тому у нас тут 10 текст. А вот собираются таблички. А когда редизируют табличку, нужно запомнить, полезть уже всяку подсказки. інформацію. Как мини-конспект. Да, вот ты, например, работаешь в группе, мини-конспект, и оставляешь табличку. Вот у меня с самого начала с методики. Учитель все готовит это сам, или он дает тему, дети сами учат. Зараз я вам розкажу. Наприклад, ось коли ви там бачили Вітовта, портрет, ось такий там чорно-білий був. Гэтый урок я давала в 6 класі. Для дітей відкритий урок, молоді були спеціалісти. Було цікаво, як це спрацює. По сутності, наш урок історії став як працовне навчання на пам'ять. Але дітям такого не сподобалося. Яны дома прочитали параграф вельмі складаний, княжання Вітовта. У нових подручниках матеріалу много. Треба було їм керувати. Звісно, я кожному на парту, я не працювала в парах, зробила ось такі заготовки, тільки біла ручка. І у таким маленьким файлі, як тут прикладно, зробила ось такі кейси всі, як у вас, так? Зараз. Ну, кейс, да, набор материалов это кейс. Так. Далее там была ось такая таблица великая. Ну, наприклад, з одного боку я трошки керувала її, де ми повинні що. Ось там карта, наприклад, її з походу князя. Я казала дітям, давайте тут розмістимо. Я не вчилася робити. Так? Гэта карман, знешняя політика, з гэтай, наприклад, сторони, внутрішня, з гэтай і так далі. Каб яны могли разместить, ну, дзяўчынкі яшчэ приносили такие завязки, яны тут завязывали, ну, это уже их такой творчество, разумеете? Да. И я ими керовала. И вот на этом листе было все таким быццам бы таблицей написано, все, ну, что дотычылася внутренней и внешней политики. Им треба было поразрезать и разместить, и тут я зрозумела, что яны гэта не так хутка робят. Треба было не гэта разрезать им, а им только разместить, что до внешней политики, а что до внутренней. Але яны справились. И ось мы на протягу урока працевали, але урок, конечно, был насыщенный. Там был и песня группы Старых Ольса «Славься наш Вітов». Там мы крышечку поглядели урывок с балета Вітовт, поравнали, что сапраўды гістарычна, а что выдумка просто, ну не выдумка, а такие зашины самого автора этого балета, балетмейстера. Так. Ну, а калі ўжо вы бачылі по краінам свету працу 11-классников, это у нас был такі абагульняючы урок. Яны самі выбрали такую форму творчую, загадзя, калі побачили, что робили 6 классы, а чему мы такого не робим? И там были нават не только такие потом и книги уже пошли. И им самим хотелось научиться робить. То яны, конечно, отбирали сам материал. Ну, давала критерии за апошние 3 годы. Ось політичні події, Україні, політика, економіка, цікаві звістки, адукація. Ну, как бы, это було значення улыбок. Далі ці улыбки використовували діти у літніку. Глядели його, там, цікавилися, читали, вичитували. Ну, і прикладно, ось зараз у них 9 клас, і вони, коли я їм роздам ці улыбки, вони можуть порівняти. Хто там, наприклад, помінявся там президент у Росії, по Білорусі вони там робили інформацію. Там формат, ви бачите, не тільки такі. Дзяўчынка по Білорусі зробила ось такое. Там ціла ось така книга отрималася. І вже як яны самі вирішать, і яны відбирають матеріал. Тому, звісно, яны, наприклад, робили культурные месцы якой-нибудь краіны, ну вы бачили там по Англии похожее, так? Я дзяўчынка в Гоголе зробила ось так, по-другому, інше. І яны, наприклад, брали тут ось культурный помник, с другой стороны, про його некі звестки, подписывали ці політичную особу так само.
І робили конверти, гэта ўжо хто каго як атрымалася. Канешне, былі дзеці, якія спачатку не будзем гэтага рабіць, но калі яны бачылі, што іншыя абараняюць, і ўжо такі спартыўны інтарэс атрымаўся. Дети выходят и защищают. Да. Да, яны расказвалі, што тут можна было паглядзець, ёсць нават і запісы, дзе яны мяне абараняюць, але зараз я не брала. І можна вось нават мазаікі, вось штаты Канады выкладвалі з мазаікі, нават рабілі за аснову бралі стары каляндар. Так, гэта быў такі быццам як праект, і яны рабілі яго на зімовых канікулах перад імі, но давайте што-нибудь творчае. І яны пагадзіліся, і там Иллюстрации, когда, знаете, как у меня, первый этап сделать в классе, как итоговую работу. Я беру вот 3 таких листа, они склеиваются скотчем. Тогда это демонстрируется весь класс очень здорово. Что я делаю? Я делаю вот эту ленту как основу, но делю класс на группы. То есть у меня вот тут наклеена карта, вот изучаем формулу, да, к примеру. У меня тут наклеена карта. Значит, какая-то группа выполняет задание, она узнает, где эти животные. То есть кармашки, они приклеены, а группа выполняет задание, еще не знают, что они это задание выполнят, заполнят карманы. И когда первый раз они заполнят вместе ленту, на следующий раз они уже имеют представление, что это за интерактивная папка, для чего она вообще нужна. И вот первое знакомство происходит именно в классе, именно по заготовке. То есть карманы приклеены, но содержимое не наполнено. И тогда очень здорово групповая работа срабатывает, когда то, что они делали, не пропало зря, но они презентуют и заполняют вместе. В третий класс вместе заполняют. ну от 6 класом ми на кожній парті була заготовка, і ми разом працювали. І зараз у мене по Вітауту, я не могли нечто, щось там, фрази про Вітаута, щось інше місце, ну, у основних ходи правління ми підписували по-розному могли. І зараз у мене зосталося таких 15 дидактичних папок, інтерактивних. І зараз, коли у мене прийде ось 6 клас по історії Білорусі, я вже роздаю, і ми з ними працюємо. Розумієте? Ну, конечно, это творчая праца. Коли дозволить, Ага. свою покажу. З этой папкой, і це 5 клас, тому ми тільки починаємо, ми стали працювати. Те саме. Тому я роблю поки так. Кармашки я рихтую, да, там, уже з готовою інформацією. Ну, свою. Так, возле этой раздруковки я даю. И праця и кожна кухня сама вирішає, де ці кармашки на яку інформацію нужно. Рахунок я можу самі дати, я там вирішаю. Це так само займалися. Вот в групах, это бывает. Ну, наприклад, я лічу, що це творча робота, це праця з інформацією, це підбор тих же ілюстрацій. І, звісно, ну, у нас розбирався цілий урок. Ми працювали з емоційною теорією, робили її візуально просто. То, звісно, хто працював на уроки, діти отримували відзнаки. А ось 12 класі вони отримали той, хто вже не поспів, ті ніяк не хотів обороняти дев'ятки, а хто обороняв, це ж комунікація, це публічне виступлення, то, звісно, 10. Праця велика. Знаете, девочка, мне сказала девушка, вы думаете, что в IT-команде все звезды, одни звезды, они все команды, и все. Так и здесь. Нельзя детей, то есть если научный момент, я очень готова, научную работу надо ставить все одинаково, все здесь. Все защитились, все молодцы. Кто-то звезда, В групі працювали. У меня тут ремарка, можно вот таким шмат, кто уже занимается активной оценкой, то есть на что мы уже умеем робити, и дети уже умеют это робити, да? То есть перед этим проектом, перед этим поставить на что то есть дети уже будут лепиться, что конкретно от них потребует, что конкретно якісь таки не повинні бачити, що не повинні в'єднати,
вас это всегда было. Ну, працювали у мене офіс з дзяўчынай, яны зрабілі заранню про Австралію. Потім їм сподобалося, і вони вирішили купити цілу папку, там, де ви бачили президенти. І вони вирішили зробити про США. І ось гэтым президентом маленьких наробити. Извините, что маленькие дети мы информацию учимся вместе. То, конечно, Но лепше, каждый делает свой. Со своим идет домой, к следующему разу готовит защиту. ну, як ви самі вирішите для себе. Я слышу, что там... Не, ну так, можно сказать, что это лучше работает. Да. Если вы это историческое знание, ученик просто прям вот хочет думать делать сам, У нас учителя за это не ставят оценку. Не ставят и все. Ну, это же праца. Они считают, что это не рассчитывается на мне, и пишут, ну, могут записать молодец, хорошо работал, благодарность, отметки. Простите, не ставят. То есть оценку на это отметку не ставишь. Ну так. которые не ждут, и там вот участвуют все родительские. Оценку пишут, отметку не ставят. Но если то, что написано, за что я должна поставить 10, то я из 30 своих учеников могу только одного выслушать, чтобы ему поставить. Я должна целый урок на десятку сидеть, вот это Вот в начальной Но школе если не он ставят. дома сделал вот это, правда? Почему ты не творческая работа? Почему ты не такой работу я не могу поставить? Потому что это делала мама или папа. Мама и папа. Зачем ты только задаешь? Зачем тогда ты это задаешь? Вот, у меня такой же вопрос. Дело в том, что в начальной школе это делают, а переходит в среднее звено, нет и все. Вы просто разделяете, где применять Где применять? А в общении? В общении Коллеги, я, бачите, я вам сказала, что в 6 классе я вучила їх это робити. Самый первый мой опыт, это опыт с моим сыном, мы с ним робили на английскую мову. Австралия. И по часописи «Путешествие с рюкзачком» якраз там з англійської мови, і він такий творчий. І ось треба було нечто. Він ту Австралію світотінями там малював, а я йому кажу, гляди, тут ось Києві, і на англійській, картинка на англійській мові, з обратної сторони все написано. Наставниця, і гэта ён уже зараз в 10 класі, і вона гэта використовує, дітям показала з обратної сторони, і воно працює. Потім ми з ним зробили на білоруську літературу. Гэта по книге було, там де «Облако слов», по книге Короткевича, там треба було показати Богу. І з 6 класом я показала. Тепер 6 класи, вони на географію, а на англійській так само. Діти працюють і роблять вже самостійно. Конечно. Это уже проблема, конечно, ваших наставников. А 11-классники, я вже в этого університету свого використовую. Так само, хто учиться на англійській, на китайській зараз мові. Конечно, вот я здесь всегда общаться. А зараз защита ученики последний защиту групповой работы. Если вы помните, на первый день вчера перед нами выступал один из спикеров и сказал, важность читать. И как важно, чтобы дети работали именно в группе, коммуницировали, чтобы они находили контакты между собой, кто вырежет, кто наклеит, кто распределяет роли. А в группе, а мы сейчас не вдвоем, а в группе. Ну, разумеете, группа, коли ось у нас компактная группа, коли в классе у меня 3 9 классы, вот я не были 3 6, там 30 человек. Так в группе я имею в виду в одном классе, если развить класс на 4 группы, на 5, на 6, Все равно. например, по 4 человека. Простей, это парная, ці, коли повернулися 4 чоловіки. Зараз, колеги, що я пропоную? Коли у нас з'явився ось такий зелений колір, можна це отрізати, і в наші будуть ось такі приколи. Я будуть окладка, так? Ось, тому я взяла 2 клеї, хто-то від Розарія, ну, спробуйте зробити від такого